Добрый день, дорогие коллеги, студенты, магистранты и докторанты нашей академии и все, кто причастен к миру хореографии. Разрешите поздравить вас с выходом специального номера журнала Arts Academy, посвященного юбилею нашего любимого ректора, народной артистки Российской Федерации Асылмуратовой Алтынай Абдуахимовны. Искусство балета такое эфемерное. Его невозможно запечатлеть ни на какие цифровые носители. Оно существует только здесь и сейчас. Счастлив тот зритель, который приходит в зал, видит своего любимого артиста и уносит это впечатление на всю оставшуюся жизнь. Но как быть тем, кто не видел Алтынай Абдуахимовну на сцене? Об этом мы задумались в дни празднования юбилея нашего ректора, и нашим редакционным советом приняли решение издать специальный выпуск журнала, посвященный юбилею Алтынай Абдуахимовны. Добрый день, дорогие коллеги и друзья! Поздравляю редакцию журнала Arts Academy с изданием первого специального выпуска. Знаменательно, что этот первый выпуск посвящен замечательной балерине современности, звезде мирового уровня и нашему дорогому ректору Алтынай Абдуахимовне Асылмуратовой. Несомненно, этот факт задаст самую высокую планку всем последующим специальным выпускам журнала. Наверное, уже не секрет, что к юбилею Алтынай Абдуахимовны мы подготовили книгу о ее жизни и творчестве. Работая над этим проектом, мы погрузились в удивительный мир творческой династии артистов, жизнь которых целиком и полностью была посвящена танцу. Учитывая небольшой тираж книги, наверное, не всем нашим студентам удастся ее приобрести. Поэтому я внесла в публикуемую в журнале статью интересные факты из биографии, высказывания зарубежной прессы, архивные данные о семье и ряд фотографий из личного архива Алтынай Абдуахимовны. Не могу сказать, что работа над книгой была легкой. Во-первых, потому что очень мало материала на русском языке, и поэтому огромная благодарность Антону Михайловичу Луковкину, который связал нас с поклонниками творчества Алтынай Абдуахимовны за рубежом. Во-вторых, в интернет-ресурсах очень много неточностей, и все нужно было по много раз перепроверять. И в-третьих, это была огромная ответственность, поскольку это первая книга о знаменитой на весь мир балерине. Но вместе с тем, это было время абсолютного счастья. Счастье общения с большой личностью, счастье узнавания подробностей творческого процесса, счастье осознания того, что рядом с нами сегодня живет и творит балерина Абсолюта, которая реально повлияла и продолжает влиять на развитие хореографического искусства как в мире, так и в нашей стране. Дорогая Алтынай Абдуахимовна, от всей души поздравляю вас с юбилеем и желаю вам всегда оставаться верной себе. Ваша принципиальность, честность и бескомпромиссность в искусстве служат примером для всех, кто имеет счастье с вами работать или у вас учиться. Благодарю вас за доверие и удивительное терпение в работе над книгой. Общаясь с вами, понимаешь, что бывают звезды, которые всегда в зените. И на каком бы этапе своего творческого пути они ни находились, они светят так же ярко. И чтобы убедиться в этом, достаточно почитать первый специальный выпуск журнала Arts Academy, который посвящен великой балерине 21 века Алтынай Асылмуратовой. Всего вам доброго, спасибо за внимание. Оқу, білімді сүйетін біздің замандастарымыз, болашақ ұрпақ бәріңе бүгін бір үлкен сәлемімді жолдағым келіп тұр. Оның да өзіндік себебі бар. Біздің Қазақ ұлттық хореография академиясында Арт Академ атты ғылыми журнал бар. Бүгінгі күні мен айтатын журналдың арнайы номері шығып отыр. Бұл арнайы номер біздің халқымыздың мақтанышына айналған, жалғыз біздің халқымыз емес, біздің кеңістіктегі үлкен бір өнер майталманы Алтынай Асылмуратова жөнінде шыққан журнал. Бұл журнал неге ол кісіге арналды? Себебі биыл ол кісіде бір
үлкен жасқа келіп, соны атап өтсек деген ниетпенен шығарып отырмыз. Бұл журналға ғалымдар өздерінің еңбектерін ұсынды. Мысалы, Флюра Борисовна Мусинаның жазған еңбегі ол өте зерттеу бағытында жүрген үлкен бір еңбек. Англиядан жазған, өзінің бір уақытта бірге жұмыс істеген әріптесі. Болмаса бізде қызмет етіп жүрген Луковкин деген оқытушының жазған ағылшын тіліндегі еңбегі зерттеу жұмыстары болып есептелінеді. Әрине, мен сіздер білетіндей қазақ тілінде жазамын. Қазақ тілінде жазған өзімнің мақаламда очерк ретінде ол кісінің жүріп өткен өмірі, ол кісінің отбасындағы жағдайы, қалай ол би өнеріне келді деген сұрақтарға жауап беру ретінде жазылған болатын. Менің мақаламда ол кісінің мысалы шығармашылығын талдау міндет болған жоқ. Менің өзімнің алдыма қойған міндетім жалпы оқырманды ол кісінің өміріменен, шығармашылығымен, отбасыменен таныстыру болған болатын. Сондықтан мен ойлаймын, осы мақсатта ойымды жеткізе алдым ғой деп сіздерге. Енді біздің осы Арт Академия журналының жылда 4 саны шығып тұрады. Оның сыртында тағы бір арнайы біздің студенттер мен магистранттардың ғылыми апталығына байланысты бір номері шығып отырады. Неге осы журналды бізді хореография өнерінің маңында жүрген әрбір хореограф, әрбір би өнерін сүйетін әрбір жан оқи алады ғой деп ойлаймын. Сондықтан біздің осы журналды алып оқуларыңызды өтініп сұраймын. Себебі оның ішінде жаңа өзім айтып кеткендей қазақ тілінде, ағылшын тілінде, орыс тілінде оқи аласыздар. Құрметті Алтынай Абдуахимовна, сіздің әлем балетіне сіңірген еңбегіңізді осы өнер саласында жүрген әрбір жан біледі. Сондықтан болар сізді елге шақырып, осындай үлкен ұжымды басқаруға ұсыныс жасалынғаны. Сіз бүгін белгілі Қазақстандағы бір белді театрымызды басқарып отырсыз. Оның сыртында біздің осындай оқу орнына басқарып отырғаныңыз біз үшін бір үлкен мәртебе ретінде қабылдаймыз. Деніңіз сау болсын, әркез қазақ халқының мақтанышы болып, ортамызда жүре беріңіз. Отбасыңызға амандық тілеймін. Дорогие друзья, нам выпала большая честь выступить со своими публикациями в нашем журнале Арт Академии, посвященным юбилею нашего ректора Асылмуратовой Алтынай Абдуахимовны. Если вы заметили, то на титульном листе журнала имеется такая ремарочка: с юбилеем, любимый ректор. Я думаю, что оргкомитет и редколлегия нашего журнала вложили глубокий смысл в это короткое слово и очень значимое слово «любимый». Слово «любимый» и обращение такого рода мы делаем только близким людям, родным людям, незаменимым людям. И очень отрадно, я думаю, что выражу чувства всех наших сотрудников, преподавателей, студентов, что каждый сотрудник, каждый ученик может сказать, что у него любимый ректор. Наша статья посвящена, знаете, своего рода анализу 5-летней работы и деятельности нашей академии, которая прямым образом связана с деятельностью Алтынай Абдуахимовны. Вы знаете, когда идешь по академии, по коридорам или проводишь занятия, всегда ощущается присутствие ректора. Или, наверное, скорее это ответственность,
каждого сотрудника перед величиной, перед личностью Алтынай Абдуахимовны, перед ее профессионализмом. Поэтому я думаю, что каждый из нас очень сильно старается, вкладывает свои знания, умения, передает свой опыт своим ученикам так, как это бы сделала и хотела бы видеть Алтынай Абдуахимовна. В деятельности нашей академии, естественно, она приобрела свой статус национальной школы, балетной школы в ракурсе мирового пространства. За этот короткий период наши обучающиеся, наши студенты имели возможность выступать на различных конкурсах. У нас проводится бесконечное количество мастер-классов и других очень полезных мероприятий, которые, естественно, планирует руководитель наш Алтынай Абдуахимовна. Крепкого здоровья, терпения, большого вдохновения. И чтобы вы всегда знали, что вас очень ценят, любят, уважают как профессионала, как замечательную балерину, как прекрасного человека, как красивую женщину, как вот звезду нашего казахстанского балета. Я думаю, что мы все должны гордиться тем, что Аллах нам послал вот в это становление Казахстана, нового Казахстана. Послал нам человека, личность, которая возведет, и уже к этому большие шаги предприняты, казахстанский балет, казахстанское хореографическое образование на очень высокий уровень. Уважаемые коллеги, друзья, разрешите присоединиться к поздравлениям по поводу презентации спецномера журнала нашей Академии, посвященного юбилею ректора Академии, художественного руководителя театра Астана-опера Алтынай Абдуахимовны Салмуратовой. На мой взгляд, ее творчество, ее вклад в развитие русского балета и сегодняшняя деятельность на посту художественного руководителя театра Астана-опера и, конечно же, руководителя нашей балетной академии, безусловно, заслуживают обстоятельного изучения и анализа. Потому что все мы знаем в балетном искусстве занять место, сделать, действительно войти в галерею деятелей, которые совершили и внесли свой вклад, это очень непросто. Мало обладать хорошими физическими внешними данными, мало быть, наверное, даже трудолюбивой, целеустремленной. В искусстве все знают, что это искусство достаточно зависимое. Для любого артиста важно встретить своего педагога, который в него поверит, встретить хореографа, который увидит в создаваемых им образах, попасть в тот балетный коллектив, где будут тебе помогать расти и развиваться. В этом отношении, конечно же, Алтынай Абдуахимовне очень повезло. Хорошая генетика, красота, хорошие педагоги, хореографы и руководители балетных труп, которые встретились ей на пути, в нее поверили, способствовало тому, что сейчас она является по-настоящему лидером не только казахстанской, будем говорить, и русского балетного мира, но и всего мирового балета. И приехав в Казахстан, Алтынай Абдуахимовна не просто вкладывает свой опыт, свои знания, свой кругозор, интеллект, но и помогает, наверное, даже
то, что называется налаживанием связей, творческих взаимосвязей, потому что ее друзья, ее партнеры, они стали и друзьями казахстанского балетного мира. Благодаря этому, все мы знаем, у нас в репертуаре есть очень редкие, уникальные спектакли, как в репертуаре театра Астана опера, так и в репертуаре театра Астана балет, и очень интересные концертные номера в репертуаре наших детей, то есть Академии хореографии. Говорить о содержании своей статьи я не буду. Предлагаю всем почитать эти статьи. Они все интересные, информативные, содержательные. В заключение мне хочется пожелать нашей молодежи, нашим обучающимся такой же счастливой судьбы, как у Алтынай Абдахимовны, вдохновенных образов, хороших спектаклей, чтобы они танцевали с удовольствием, танцевали на радость себе. Вот этот вот посыл танцевать с удовольствием, он действительно отвечает и чувствуется всегда всеми зрителями. Здравствуйте всем! Сегодня мне выпала честь представить вашему вниманию журнал, издаваемый в Казахской национальной академии хореографии Arts Academy. И этот специальный выпуск журнала, который является первым журналом, издаваемым в этом 2021 году, посвящен ректору Академии Асылмуратовой Алтынай Абдуахимовне. В этом году Алтынай Абдуахимовна отмечает свой большой юбилей, и в связи с этим этот выпуск мы решили посвятить ей. Было собрано множество информации от множества авторов, от ведущих профессоров Академии. В этом номере затронуты практически все аспекты творческой деятельности Алтынай Абдуахимовны, такие как ее сценическая деятельность в России и за рубежом. Очень подробно охвачен ее лондонский период с королевским балетом, а также ее работа в Астана опера, где она является художественным руководителем балетной труппы, а также ее потрясающие заслуги на посту ректора Казахской национальной академии хореографии. Мы надеемся и в будущем, что каждый выпуск в каждом новом году будет посвящен одному из деятелей культуры и искусства хореографии в Казахстане и за ее пределами. Надеюсь, вы с огромным удовольствием будете читать этот выпуск и узнавать новую информацию о великолепной танцовщице и прекрасном ректоре Асылмуратовой Алтынай Абдуахимовне. Еще раз поздравляем нашего ректора с юбилеем. Спасибо большое. Дорогие коллеги, для вас ни для кого не секрет, что Алтынай Абдуахимовна – великая труженица, которая не мыслит себя вне балетных залов. Благодаря ее вкладу в развитие нашей академии обучающиеся уже заняли призовые места, гран-при на очень многих видных мировых конкурсах. И, конечно, в дни юбилея мы передаем право поздравить Алтынай Абдуахимовну педагогам, которые очень много времени проводят вместе с ней в балетных залах, перенимая замечательный опыт этого великого педагога. Этот год у нас в нашей академии ознаменован юбилеем нашего ректора Алтынай Абдуахимовны Асылмуратовой. И специальный выпуск журнала посвящен ей, ее биографии, ее деятельности, ее творчеству и вообще человеку с большой буквы. Вот в статье Флюры Мусиной написано «Балерина Ассалюта». Я думаю, что многие с этим очень согласны. Это человек, о котором, наверное, еще очень много наша академия будет писать, и будет писать глубоко. И работать с Алтынай Абдуахимовной – это не просто ответственность, это большая удача. Она яркая представительница великой школы русского балета Санкт-Петербурга. И очень много она
знает, она очень много нам дает, она очень много нам рассказывает. Находиться рядом с ней и учиться никогда не бывает скучно. И тем не менее, она еще и очень веселый человек, и очень интересный, и у нее очень большой, знаете, актерский талант. И я думаю, что вот один специальный выпуск – это не так много, это только начало. Прочитав все статьи специального выпуска, я поняла, что я очень многого не знала про Алтынай Абдуахимовну. И я думаю, что каждому интересно будет прочитать, как появилась личность, как взрастили человека, как помогали, как направляли, и как получилось так, что Алтынай Абдуахимовна стала балериной салюта. В своем творчестве балетном она знает практически все. Она может поставить спектакль, она может нарисовать костюм, она может нарисовать декорации, поставить свет, помимо того, что это очень большой специалист в балетном искусстве. Прочитайте журнал, вам будет очень интересно. Этой информации не было до этого журнала. Я думаю, что, и как я еще повторяюсь, это начало. Мы будем очень много, наверное, изучать и потом писать про нашего ректора. Яркая, выразительная балерина с прекрасной петербургской школой балета. Требовательный, справедливый педагог и наставник. Внимательный и мудрый руководитель. Красивая, скромная и в то же время с неимоверно стальным характером. И все это о ней, о нашем любимом ректоре. Имя Асыл Муратовой ассоциируется с высочайшим профессионализмом и безупречным мастерством, ассоциируется с самым прекрасным видом искусства. И какое счастье работать вместе с таким мастером, заряжаясь ее творческим вдохновением, заряжаясь ее блестящим юмором, чувствуя ее поддержку, пристальное внимание и заботу. Уверена, что вы много нового узнаете об этом человеке, личности, которая внесла неоценимый вклад в развитие хореографического искусства не только в Казахстане, но и во всем мире. Благодаря Алтынай Абдуахимовне у нас расширяются возможности, устанавливаются международные связи, повышается уровень, и мы можем заявить о себе миру. Хотелось бы порекомендовать ознакомиться со специальным выпуском журнала «Артс Академия», в которой освещены статьи, полностью посвященные нашему ректору Алтынай Абдуахимовне Асылмуратовой. Я думаю, что многогранность этих статей покажет творческую, педагогическую, руководящую личность Алтынай Абдуахимовны Асылмуратовой. Я часто думаю, как повезло нашему поколению. Сегодня мы имеем возможность видеть, наблюдать и даже участвовать в каких-то очень таких интересных процессах в развитии нашего национального хореографического искусства. Для нас огромная честь сегодня работать в Казахской национальной академии хореографии под руководством нашего ректора Алтынай Абдуахимовны Асылмуратовой, выдающейся балерина с мировым именем, которая создала галерею прекрасных образов на разных сценах мира. Великолепный педагог, руководитель, стратег. И вот изучая, исследуя историю, скажем так, казахстанского хореографического искусства, я понимаю, как немного у нас работ, посвященных личностям, которые внесли вклад в развитие казахстанского балетного искусства. И как радостно сегодня, что в свет выходит журнал, спецвыпуск, который посвящен
юбилею Алтынай Абдохимовны Асылмуратовой. Это очень важное событие для нас, потому что сегодня у нас есть такая возможность не просто писать о личности, говорить в прошедшем времени. Нет, у нас сегодня есть возможность видеть и наблюдать за работой большой творческой личности, да? И это так здорово, что этот журнал, вот в этом журнале отражаются такие статьи Флюры Борисовны Мусиной, Туйган Оспановны Изым, Антона Михайловича Луковкина, Айгуль Кенесовны Кульбековой. Эти работы, я думаю, еще больше дополнят, скажем, творческий портрет Алтынай Абдохимовны Асылмуратовой. И я очень надеюсь, что этот журнал будет иметь, работать и будут иметь свое продолжение, может быть, в виде книги еще одной, дай бог, или ряд документальных фильмов или программ. Поэтому я думаю, что выход этого журнала для нас сегодня это такое очень важное событие, с чем я поздравляю нашу академию. И, конечно, мне хочется от всего сердца поздравить Алтынай Абдохимовну с юбилеем, пожелать крепкого здоровья, огромного счастья и дальнейших творческих побед. Мне бы еще раз хотелось подчеркнуть, что для нас огромная честь и счастье работать сегодня под руководством Алтынай Абдохимовны, видеть, как она работает, как она ведет процесс репетиции, слушать все пожелания, замечания, впитывать их. Ведь это так важно для нас, для педагогов. И хочется подчеркнуть отношение Алтынай Абдохимовны к коллегам, к педагогам, к ученикам. Все это для нас является большим примером. И творчество Алтынай Абдохимовны – это пример высокого профессионализма и прекрасного труда во имя процветания отечественного хореографического искусства. Журнал Arts Academy – это периодическое издание нашей академии, которое издается 4 раза в год. В издании журнала принимают самое активное участие наши педагоги, профессора, ученые-исследователи, магистранты, даже студенты. Надо сказать, что в поиске авторов мы выходим за пределы Казахстана. Очень много авторов печатаются из-за рубежа, и мы очень рады, что цели нашего журнала, а именно популяризация хореографии, популяризация казахстанского балета, что эти цели находят отклик в зарубежной аудитории. Хочется отметить, что в издании журнала Arts Academy очень большую роль принимает лаборатория Honor Lab. Студенты, магистранты, руководители лаборатории много времени уделяют освещению современных вопросов хореографии, постановок, создают творческие портреты артистов. И таким образом мы наполняем копилку нашего знания о современном казахстанском балете. Arts Academy – это журнал, который работает не только в формате бумажной передачи знаний. Это проекты, которые впервые осуществились в 2019-2018 годах, когда мы провели в продолжении нашей конференции, международной конференции 2018 года «Астана как центр межкультурной коммуникации и международного развития в сфере хореографического искусства», мы провели онлайн-круглый стол, поскольку у всех участников этой международной конференции появилось большое желание продолжить разговор, но уже на тему фолк-данс, современное направление развития народного танца. Этот диалог мы отразили в журнале Arts Academy. И, конечно же, о чем больше всего пишут наши магистранты? О действующих артистах. Поскольку на самом деле артистам сцены очень нужно внимание зрителя, нужна обратная связь. Как мы их воспринимаем, как мы их видим, насколько вписываем их в историю мировой хореографии. И когда эти вопросы поднимаются в журнале Arts Academy, они очень часто выходят на заседания студенческого научного клуба. На неделях наук мы использовали эти формы работы с нашими артистами, когда
Авторы, написавшие исследования, докладывали о своих объектах исследования, а артисты присутствовали при этом на заседании студенческого научного общества. Это был также очень интересный проект, который является достойным продолжением деятельности журнала Arts Academy. И, конечно, в дни юбилея ректора, в дни презентации этого журнала мы приглашаем к диалогу артистов театра «Астана-опера». Уважаемая Алтынай Абдуахимовна, от своего имени и от имени коллег театра «Астана-опера» от всей души поздравляем вас с юбилеем. Желаем вам крепкого здоровья, творческого долголетия. Я благодарю судьбу за возможность работать с вами, за ваше мастерство, за ваш профессионализм, за вашу любовь к работе. Это все бесценно. Время, проведенное в залах, в балетных залах, на сцене и в жизни. В первую очередь хочется поздравить с выпуском журнала Arts Academy, со специальным выпуском, посвященным юбилею нашего несравненного ректора Казахской академии хореографии, несравненной Алтынай Асылмуратовой. В свою очередь хочу рассказать о своем наставнике, о своей Алтынай Абдуахимовне, как о человеке с большим и добрым сердцем. Человек, который готов помочь всем и каждому, кто ее окружает. Это говорит о ее великодушии. Дорогие коллеги, разрешите еще раз от вашего имени поздравить Алтынай Абдуахимовну с юбилеем, пожелать ей счастливых, долгих творческих лет жизни, крепкого здоровья, надежных учеников, коллег по цеху, самых талантливых артистов сцены. Мы обращаемся к вам еще раз с напоминанием о том, что специальный выпуск журнала Arts Academy – это только начало нового большого проекта. Мы ждем ваши предложения, ваши материалы в редакционном совете журнала. До новых встреч!